Говорит Радио Свобода. У нас сегодня программа «Лицом к событию». В московской студии «Радио Свобода» Мария Захарова, директор Департамента печати и информации Министерства иностранных дел России. Есть телефон для прямого эфира 8 800 222 12, это для России, плюс 7 495 739 18 13 для заграницы. Есть возможность послать СМС с вашим вопросом, плюс 7 903 743 2801. Мария Владимировна, добрый вечер. Давайте мы начнем разговор с, так сказать, свежей информации. Визит госсекретаря США Джона Керри завершился, подведем итоги. Я возьму цитату из Владимира Путина. То, что нам удалось достигнуть на сирийском направлении, могло быть достигнуто только благодаря позиции высшего политического руководства США, позиции президента Обамы. А что достигнуто, на ваш взгляд? Достигнуто очень многое. Как сегодня была пресс-конференция Лаврова и Джентильони, это глава Министерства иностранных дел Италии, и наш итальянский коллега сказал такую фразу, практически дословно, я, правда, ориентируюсь на перевод, но она звучала как: «Это же чудо, что практически месяц в Сирии действует перемирие». Я думаю, что речь идет именно о том, что, несмотря на разногласия, несмотря на огромное количество мнений абсолютно различных у различных стран, различные интересы, действительно удалось достичь этого чуда. По крайней мере, итальянцы так думают, что это чудо. И на месяц показать, что перемирие возможно, и оно работает. А что такое перемирие? Перемирие – это основа, это база, это почва для переговорного процесса. Многие сомневаются, нужно ли было России вмешиваться в гражданскую войну в Сирии. Например, не надо. Сразу. Ни в коем случае не нужно было России вмешиваться в гражданскую войну. И те, кто сомневаются в необходимости этого, они абсолютно правы. А что же делала Россия? Мы не вмешивались в гражданскую войну. А там Россия, нет гражданской войны? Там, безусловно, есть гражданское противостояние. Я не берусь судить это с точки зрения правовых оценок, потому что это очень сложная ситуация, но то, что там есть противостояние гражданское, безусловно. Так. И тем более, конечно, военное. Но к нему операция ВКС не имела никакого отношения. А кого же бомбили? Неужели даже сейчас вы не знаете? Я точно не знаю. Я там не был, я вас спрашиваю. Керри рассказал вчера по-английски для тех, у кого еще были вопросы. Это была операция, которую проводила российская сторона, безусловно, по просьбе сирийского руководства, которая была направлена против террористов, террористических группировок, международных террористов и так далее. Поэтому мне кажется, что уже за полгода можно было бы об этом узнать. Александр Сойфер сомневается. Он говорит, почему Россия внезапно ушла из Сирии, из Сирии возвращают технику и людей, и это при том, что победы над халифатом нет, а единственным реальным результатом пятимесячной кампании стал разрыв России с Турцией. Вы знаете, это, конечно, не просто это упрощенная и неправильная точка зрения. Я всегда как-то стараюсь быть достаточно дипломатичной в оценке мнения людей, которые не являются профессионалом, потому что люди не обязаны знать все тонкости. Но в данном случае я скажу, что это упрощенно и неправильно. По нескольким причинам. Ваш слушатель говорит о том, что единственным результатом стал разрыв отношений с Турцией. Реальным результатом, об этом сегодня говорили мы с нашими итальянскими коллегами, вчера об этом говорил Керри, и публично, и с закрытыми дверями, об этом говорят все. Действительным результатом операции ВКС в России, в Сирии, стало формирование возможностей или вообще реальный запуск переговорного процесса и начало перемирия на территории Сирии. А по школам и больницам не бомбили? Это ведь российские ВВС. Это же ведь абсолютно уже признанный факт. И это перемирие, о котором мы сейчас говорим, и которого не удавалось достичь на протяжении более чем 4 лет, оно было достигнуто именно благодаря операции ВКС, которая стала, опять же, внезапным, но очень действенным фактором. По поводу еще можно я отвечу на вопрос слушателя, относительно того, что внезапный выход. Выход был очень внезапно.
Я не знаю, для кого он стал внезапным. Мы ведь изначально говорили о том, что операция будет носить временный характер. Она будет ограниченной по времени. Безусловно, никто не говорил, сколько она будет длиться, потому что это военная операция, это вопросы безопасности, стратегии и так далее. Но то, что четко подчеркивался ее ограниченный по времени характер, это было сказано с самого начала. Другое дело, что многим хотелось очень, мне кажется, ваша радиостанция в этом тоже постаралась, видеть в этом какой-то... не надо нас упрекать. О, до этого мы еще дойдем. Хорошо, поговорим. Очень хотелось всем видеть второй Афганистан. И вот для тех, кто хотел видеть второй Афганистан, для них, безусловно, стало, наверное, неприятным сюрпризом то, что операция была закончена. Скажите, а конфликт с Турцией тоже носит временный характер? Конечно. И как он будет разрешен? Может быть, это тоже обсуждалось на переговорах с Джоном Керри? Нет, с Джоном Керри вопрос двусторонних отношений России и Турции не обсуждался. Безусловно, турецкий фактор в сирийском урегулировании, он обсуждался, потому что он очень серьезный. Потому что турецкая сторона блокирует очень важный элемент этих переговоров, а это подключение курдов к переговорному процессу. Потому что без курдов, без основной, я не могу сказать, что это основная, но одна из основных составляющих и населения, и вообще переговорного процесса, никакого урегулирования долгосрочного, стабильного просто невозможно. Владимир, хорошо. Вот еще одна тема, насколько я понимаю, на переговорах этих обсуждалась, это урегулирование, мирное урегулирование на территории Украины, Донбасс. Что вы можете об этом сказать? Так вы спрашиваете, я отвечу. А что вы знаете? Мы все, знаете, по кусочкам получаем. Вы задаете какие-то конкретные вопросы, потому что например, господин Керри сказал, что президент Обама готов снять санкции, если все положения Минских договоренностей будут полностью выполнены, включая отведение оружия военных и закрытие южной границы Украины. Вот Россия готова способствовать на что этому? похоже? Это похоже, когда ребенку говоришь, ты, вот, знаете, даже уже не 5-летнему, а где-то там 3,5-4 года, говоришь, ты кашу-то ешь, будешь кашу есть, будешь счастливым, красивым, здоровым, богатым. Слушайте, и очень успешным. Это же Минские соглашения. Так вот эти фразы относительно того, что санкции отменят, когда будут выполнены Минские договоренности, это вот примерно из такой же банальщины. Это за этой фразой, которую повторяют из раза в раз, не стоит ничего. Хорошо, а можно просто выполнить Минские договоренности? Я договорю? Можно. По одной простой причине. Потому что серьезные люди, опять же, если бы это говорили слушатели или художник на улице, наверное, этому можно было бы внимать. Но об этом говорят люди более чем серьезные. Люди, которые стоят за колоссальными политическими, геополитическими процессами. И когда они говорят такие банальные вещи, то, конечно, мы прекрасно понимаем, что это все как раз для обывателей, но не для профессионалов. Значит, что касается выполнения Минских договоренностей, а можно спросить, так сказать, вот в какой части России их не выполняет? Знаете, я слышу от украинских коллег, хотя я здесь, в общем, не интервьюируемый, я вам отвечу. Я слышу от украинских коллег, и главная претензия то, что не прекращаются обстрелы со стороны мятежников и сепаратистов. Так, нужно сначала установить мир, затем все остальное. Вы поймите, я ведь все вопросы задаю, потому что не потому, что я хочу, знаете, вас интервьюировать, упаси Боже, а для того, чтобы как бы мы с вами из общей дискуссии переходили к конкретным вещам. Вот вы сказали, что не прекращаются обстрелы. Но ведь мы уже долгое время, много времени назад пришли к ситуации, когда было достигнуто перемирие, когда было разведение сторон. И это факт, он был зафиксирован ОБСЕ и так далее. Но вопрос в другом, что разведение сторон было нужно для чего? Это было нужно для начала, для запуска политического процесса, переговорного процесса двух сторон конфликта, а именно Донбасса и Киева, выработки новой конституции и подготовки выборов. То есть Россия не сторона, я вас правильно понимаю? Так это все понимают. Как это все? Я вот считаю, что, например, что Россия снабжает сепаратистов топливом, оружием, боеприпасами. Ваше право считать все, что угодно. Вы человек и журналист. Конечно. Вы можете считать все, много что угодно. Доказательств есть. Но есть документы, которые стали неотъемлемой частью международного права. Как, например, Минские договоренности. В Минских договоренностях
черным по белому, можно распечатать в цвете, и тогда будет синим по розовому, написано, что двумя сторонами конфликтующими являются Донецк, Луганск и Киев. Ну, объединим слово Донбасс и Киев. Не весь Донбасс, правда? Это написано в тех документах, которые были одобрены Советом Безопасности, под которыми стоят подписи как Киева, так и Донбасса, которые приняли и заявили, что это единственный возможный документ по реализации перемирия и вообще политического процесса. Франция, Германия, США и так далее, и так далее. Ну, США, наверное, у них другой взгляд есть на вещи, но весь мир повторяет одну фразу: только Минск. Вот согласно Минскому процессу, Минским договоренностям, две конфликтующие страны. А одну из Донбасс сторон Россия снабжает вооружением, боеприпасами. Киев. Вам вот так нравится? Мне нравится четкость в формулировках. Вот я как бы за То это. есть вы за формулировки, Поэтому а я мы... за реальность, получается. Вот Нет. господин Керри Вот призвал так. российское Вот руководство приложить усилия, чтобы сдерживать сепаратистов. Вы за реальность. Будут сдерживать сепаратистов? Я вам хочу сказать, что Минские договоренности перестали быть теорией, это и есть реальность. Вопрос-то в чем? В их выполнении, о чем вы и сказали. Так вот, мы с вами, в общем-то, прервались на самом важном моменте. Для чего было дано перемирие? Для чего было не дано? Его никто не давал, его достигли. И как западные страны оказали соответствующее воздействие на Киев, так и Российская Федерация оказала соответствующее воздействие на Донецк и Луганск, чтобы это перемирие заработало. Для чего оно было дано? Оно было дано для запуска переговорного процесса по выработке тех положений, которые должны стать основой сосуществования Киева и остальных частей Украины в виде Донецка и Луганска. Сосуществование, простите, разве да. там есть такой термин? Там есть, насколько я понимаю, восстановление юрисдикции все-таки Украины над этими территориями, правда? Ну, мы в том числе над границей. Мы как бы исходим из того, что это часть Украины. Вы, видимо, исходите из того, что они не являются таковыми. Я считаю, что в данный момент Украина не контролирует эти территории. Это факт. И требует дать ей возможность, например, контролировать границу. А так это написано, все записано. Но не выполнено. А вы знаете, когда это должно быть выполнено? Скажите. Нет, а можно задать тогда вам такой вопрос, чтобы мы действительно придерживались реальности? Вы читали Минские договоренности? Я читал Минские договоренности. Так там же написано, что контроль над границей будет когда восстановлен? Ну, знаем. Нет, когда? Знаем. Есть разные трактовки. Какие трактовки? Там написано это. Так, уважаемые радиослушатели, я вас очень прошу, документ небольшой, там всего, по-моему, 2-3 страницы. Прочитайте, там написано, когда будет восстановлен контроль Киева, Украины, официального Киева, над своей границей, имеется в виду на территории Донецка и Луганска. Там написано, когда будет проведена конституционная реформа, когда будут проведены выборы, когда будет осуществлена что? Амнистия. Именно в этой последовательности западные страны гарантировали реализацию Минских договоренностей. У меня вопрос к вам. Кто нарушает Минские договоренности и в чем Россия их не выполняет? Отвечу вам словами украинских коллег. Поскольку каждый день гибнут украинские граждане, украинские военнослужащие, Минские соглашения не выполнены в первом пункте. Это не моя позиция. Пытаетесь это быть объективным? Вы мне задали вопрос, я вам ответил. Вы пытаетесь быть объективным? Ведь задача журналиста быть объективным и не отстаивать ту точку зрения, которая, может быть, ему по-человечески близка, но видеть факты, сопоставлять их. Факты говорят о том, что тупик выполнения Минских договоренностей, к нашему большому сожалению, потому что нам эта ситуация, собственно говоря, знаете, я не могу сказать там, это тяжелая ситуация. Мария Владимировна, не надо лить крокодиловые слезы. Честное слово, если бы не снабжали сепаратистов оружием, топливом, российскими деньгами и так далее, война в Донбассе давно бы прекратилась. Вы прекрасно это знаете. Знаете, я хочу вам сказать, что если рассуждать так, как рассуждаете вы, то есть не оперируя фактами, Это факт? Можно я договорю, да? А рассуждая, не знаю, какими-то такими, знаете, в жанре беллетристики, то я бы предположила совершенно иное. Я бы предположила, что если бы не Российская Федерация, то
я не уверена, осталось ли бы сейчас население Донбасса вообще в живых. Ибо танки на Донбасс были направлены именно Киевом. А для чего танки они туда в Донбасс были направлены и Россией. Бурятские танкисты, спецназовцы вот сейчас, которые в Киеве находятся. А для чего они были туда направлены, вы тоже прекрасно знаете. Для подавления инакомыслия. Инакомыслие — это когда для животы вспарывают. Нет, для решения для политических вопросов. Ну, знаете, кто кому животы вспарывал в ходе Майдана, мы сейчас говорить не будем. Но такого не было, правда? Потому что и кто кого поджигал в Одессе, до сих пор, к сожалению, установить официальному Киеву не удалось. Идет, правда. А сколько времени прошло уже? Но мы же не знаем, кто из Боинг сбил, правда? Нет, хотя есть утверждение, что это сделали российские буквы. Сколько следствия по Одессе идет? Ну, вы прекрасно знаете, что вы меня-то спрашиваете. А где находятся люди, которые убили, например, Олесю Бузину? Они находятся в тюрьме? Вы хотите сказать, что слишком гуманное правосудие в Украине, да? Или медленное расследование? В России есть тоже нерасследованные убийства, знаете, после того, как организаторы убийства новость. Немцова, между прочим, не найдены тоже. Вот исполнители, надеюсь, найдены, а организаторы нет. Ну и зачем нам упрекать? Вот вы туда, я сюда. Давайте о Керри. Мы ушли в сторону. Нет, мы как раз от Керри никуда не уходили. Как потому что он призвал российское руководство сдерживать сепаратистов. Это же факт. Вы сказали... Вот хочется комментарий получить. Вы же сказали о том, что нужно выполнять Минские договоренности. И Керри это сказал. И я задала вам вопрос, в чем Россия их не выполняет. Вы сказали о перемирии. Я сказала, что перемирие уже и разведение сторон осуществляется несколько месяцев. Безусловно, не на 100%. Но вопрос в том, что перемирие создает определенную площадку, которую нужно заполнять. Вакуум должен быть заполнен. Он должен быть заполнен переговорами. Они идут? Переговоры? Ну, это же просто какое-то 1 сентября. Вопрос в том, что... Нет, да не идут. Проблема-то в чем заключается? Я просто боюсь шокировать вас. Проблема заключается в том, что Киев отказывался, и, к сожалению, как показала последняя встреча в нормандском формате на уровне министров, и будет продолжать отказываться от ведения диалога с Донбассом. Вот все. Выполнение минских договоренностей застопорилось именно на этом. Не хотят садиться за стол с людьми, которые представляют Донецк и Луганск. Точка. Другого не дано. Отсюда вопросы, как вы говорите, восстановления контроля над границей, как я говорю, конституционная реформа и так далее. Не хотят. Конституционная реформа, особый статус Донбасса, проведение выборов, как согласно Минским договоренностям написано, эти все вещи должны решаться за столом переговоров между Киевом и Донбассом. Они отказываются садиться за стол переговоров с этими людьми. Хорошо. У нас сейчас так это нехорошо. Это очень нехорошо. Мы точку здесь поставили, многоточие. Можно мы только одну вещь я хочу сказать. Мотивация очень простая, что они не воспринимают этих людей в качестве легитимных представителей чего-либо. Но проблема-то в том, что... Россия тоже Дудаева не воспринимала как легитимного представителя, знаете, от сепаратистов или Масхадова, правда? Это очень скользкая дорога, которой вы хотите пойти по одной простой причине. Киев, и именно эти представители Донецка и Луганска, именно эти, с которыми сейчас Киев не хочет садиться за стол переговоров, подписали совместные документы. Эти документы прошли одобрение Совета Безопасности. Гарантами этих документов являются такие политические тяжеловесы, как Меркель и Олланд. Поэтому чем же отличается годичное желание садиться за стол переговоров и, мало того, подписывать документы от того же самого, но через год? Я вам объясню. Танки российские под Дебальцево. Вот они там были, и поэтому пришлось подписывать эти соглашения. Я хотел бы дать вы считаете, что Киев теперь нарушает собственные договоренности? Я не сказал этого. Я сказал, что было давление со стороны России. Вы знаете, у нас Подождите, но это же неправда. Как это неправда? Абсолютно неправда. Нет, это не факт, потому что Минские договоренности подписывались, или, я бы сказала так,
их выполнение было гарантировано в присутствии президента России, Франции и Германии. Я понимаю, вы давлении России вы говорите? Минске, а я говорю о поле боя. Нет, подождите, просто вы говорите о давлении России. Я вам говорю о том, что эти международно-правовые документы подписывались и гарантировались президентами. Если вы не хотите признать президента России, ну, наверное, это такое же ваше право, но там есть те люди, которым вам, видимо, близки. Это Олланд и Меркель. О каком давлении России вы говорите? Вы хотите сказать, что Порошенко насильно привязали к стулу и заставили подписать? Есть ситуации, когда даже капитуляцию подписывают, никого не привязывают к стулу. У нас на связи так, сейчас извините, будет корреспондент в Соединенных Штатах Радио Свобода Юрий Жигалкин. Я хотел бы дать ему слово, поскольку мне очень интересно, как откликнулись, и нашим слушателям тоже, как откликнулись в США на итоги визита госсекретаря Соединенных Штатов в Москву. Мы послушаем коротко, а потом прокомментируем с Марией Захаровой. Пожалуйста, Юрий. Михаил, нужно сказать, что особой реакции на визит Керри в Москву в Соединенных Штатах, собственно, не было. Он не вызвал этот визит сверхвнимания в Соединенных Штатах. Вот вам простой факт. Переговоры Керри с Путиным не были упомянуты на первой полосе двух ведущих американских газет. Я сегодня посмотрел и Нью-Йорк Таймс, и Wall Street Journal. Я не увидел никаких комментариев по следам этой встречи. Вполне возможно, что история о том, как Путин и Керри обменялись мнением о содержимом чемоданчика госсекретаря, и останется чем-то вроде главного, так сказать, символического события этих московских встреч Джона Керри. Об этом как раз вчера Михаил писалось довольно много. Никто в Америке от этой встречи не ожидал конкретных результатов, это надо сказать. Накануне отлета представители Госдепартамента провели специальный брифинг и долго объясняли, что главной целью Керри является выяснение намерений Кремля. Действительно ли Кремль готов реально поддержать мирные переговоры по Сирии? Что с американской точки зрения означает готовность убедить или заставить Башара Асада расстаться с властью мирно в результате политического процесса. Керри, согласно его окружению, также собирался обсудить со своими собеседниками в Москве ситуацию на востоке Украины и обсудить ее в общих чертах. Он собирался подтвердить отмену или ослабление режима санкций, возможно, только после полного выполнения России, как считают Соединенные Штаты, своих обязательств в рамках Минского процесса. Но об этом мы сейчас, Михаил, говорили с нашей гостьей. Более интересной была стратегическая подоплека этой встречи. Станет или не станет большой для Вашингтона соблазн политического разрешения сирийского кризиса с помощью Москвы наживкой, которая позволит Кремлю подорвать режим санкций. За неделю до встречи появилось несколько публикаций в американской прессе, приветствующих вывод российских самолетов из Сирии. Авторы этих публикаций делают из этого шага вывод, что Путин предусмотрительный, осторожный игрок, с которым необходимо договариваться, и, возможно, даже за счет интересов Украины. На это, естественно, как обычно бывает, резко ответили критики Москвы, утверждая, что Путину невозможно верить, на уме у него собственный политический расчет и интерес. Ну, возможно, наиболее четко вот именно это отношение сформулировала Нью-Йорк Таймс несколько дней назад в редакционной статье. Статья называется так: «Вновь полагаясь на ненадежного Путина». Как господин Путин уже ясно продемонстрировал на Украине, перемирие для него остается тактикой или даже дымовой завесой, а не целью. Это пишет Нью-Йорк Таймс. Но у западных столиц, по мнению газеты, сейчас нет выбора. Они вынуждены иметь дело с Москвой, пытаясь разрешить сирийский кризис. Юрий, скажите, а вот о деле Савченко, о Надежде Савченко, что, собственно, говорится? Насколько я понимаю, этот вопрос поднимался господином Керри, и он это подтверждает. Ну и Владимир Путин сказал, что это вопрос, которым мы в определенный момент сможем заняться. Что в Америке об этом говорят? Вы знаете, Михаил, в связи с этим визитом я, честно говоря, серьезных упоминаний о деле Савченко в американской прессе не увидел. Как я уже сказал, сама эта встреча Керри в Москве, она, в принципе, получила довольно мало внимания со стороны американской прессы, со стороны американских наблюдателей. Юрий, спасибо. Я думаю, что мы сейчас попросим Марию Владимировну откликнуться, тем более, что я видел у вас такую скептическую улыбку на лице. Да это был хохот. Да, ну вот видите, а мы не услышали. Так что же вас удивило? Вы мне, Саша, сказали тише, тише, потом все скажете. Как же вы не услышали? Не надо тут обманывать никого. Самое смешное, что я услышала сейчас, это фраза о том, что Керри пытался прощупать почву относительно того, готова ли Москва реально поддержать мирные переговоры по Сирии. Ребят, вы вот
серьезно? Россия и США являются сопредседателями международной группы поддержки Сирии. Сопредседателями. О какой поддержке мирных переговоров можно говорить, когда за мирным процессом в Сирии стояли две страны? Россия и Соединенные Штаты Америки. Только Россия чуть, наверное, подольше и чуть более основательно и чуть более, не сворачивала она с того пути, который наметила 3 года назад, даже больше, 4 года назад. А американцы в результате, после того, как поняли, что, в общем-то, история тупиковая, тоже начали подстраиваться именно под мирное решение ситуации в Сирии. И как же можно говорить серьезно о том, что готова ли Россия поддержать мирные переговоры по Сирии? Да мы сопредседатели этой самой группы. Хорошо, а дело Савченко, ваш комментарий. Вот еще, что будет с Надеждой Савченко, которая осуждена на 22 года, но еще приговор не вступил в законную силу, несколько дней осталось. Возможно ли ее освобождение по гуманитарным соображениям, обмен на кого-то и так далее? Я не могу вам гадать. Это вопрос, который находится в рамках, в поле законодательном. Поэтому в данном случае я не являюсь тем самым компетентным представителем, который может дать вам ответ на этот вопрос. Я единственное могу процитировать еще раз то, что было сказано моим непосредственным руководителем Сергеем Лавровым о том, что это вопрос, который находится в рамках российского законодательства. Все. Давайте мы посмотрим и послушаем, как относятся россияне к делу Савченко, возможности ее обмена. Короткий опрос на улицах Москвы. Нужно ли обменять Надежду Савченко на российских военнослужащих, задержанных в Украине? И чем раньше это произойдет, тем лучше. Почему? Я давно обменял. Но потому что это необходимо. Другого способа, как говорится, из неволи и ее, и их невозможно. Причем правильно Керри вчера сказал, по гуманитарным соображениям уже. Все, давайте мы не будем во всякие следственные особенности процессов входить, а просто поменять из гуманитарных соображений, чтобы дать возможность отбывать наказание там Савченко, а здесь, а там уже государство решает, что с ними делать. Нет, Савченко должна сидеть за свои деяния у нас в нашей тюрьме. Наверное, да, это имело бы смысл. Я считаю, что торг людьми неуместен, потому что это люди. Менять одного на другого, это неправильно. На всех надо обменять наших. Наших надо забирать. Нахрена нам эта Надежда Савченко? Я, честно говоря, политикой не интересуюсь, но думаю, почему нет. Да, нужно. Это будет правильно. Наших освободим. Россия обязана отдать Савченко без всяких условий. Однозначно еще и заплатить огромную контрибуцию Украине. В данном случае, наверное, стоит спросить у родителей, тех, кто погиб, наши журналисты, ваши же коллеги. Она что ж человек? Обменять можно и все. Я думаю, что в любом случае мы должны думать о своих военнослужащих, да, о своих задержанных людях. Я не знаю, равноценно ли это обмена, я не готов об этом судить. Но я уверен, что мы должны сделать все, чтобы вернуть своих. Ну что, Мария Захарова, официальный представитель МИДа России, я у нас хочу в студии. сказать, что я я не могу сказать, снимаю шляпу, я без шляпы, но я хочу сказать, что я не ожидала, что вы будете настолько объективны в подборе этих мнений. Я услышала все те мнения, которые действительно сейчас есть. Мы подделками не занимаемся. Вот это не надо, занимаетесь. Ой, ну что ж вы так? Вот, знаете, я хочу вас спросить. Это было реально очень объективно. Хорошо, в Украине идет Потому массово... что, знаете почему? Почему? Потому что действительно возникает очень много вопросов. И я бы даже здесь поговорила не как официальный представитель МИДа, я бы поговорила... личное мнение. Я бы поговорила как человек, который работает и в журналистике, и пытается всегда работает в сфере информации, да, и всегда пытается смотреть на ситуацию с разных сторон. Подняты очень важные вопросы. Безусловно, вопрос обмена. Наших надо вытаскивать любой ценой, и какая нам разница, и давайте наших. Правильно. Вопрос при этом... А спросили родителей, вот тех, кто убит. Правильно? Конечно, правильно. То есть огромный пласт вопросов, который был поднят сейчас. Поэтому это такая очень непростая история. Но еще раз говорю, я не могу ее комментировать, потому что это не моя компетенция. Я хочу вас вот что спросить. Вот в Украине есть массовая кампания за освобождение Савченко. Судьба ее волнует людей. Российские двое спецназовцев, Александров и Ерофеев, военнопленные, как считают, в Украине, находятся там. Их, видимо, будут судить. Похоже, никого их судьба серьезно не беспокоит, ни в власти, ни в обществе. Да, конечно. Но кампании нет такой бурной. Почему? Да, конечно.
Почему народ не выходит и не требует у власти, чтобы она занялась этими людьми? А это вам так кажется, что не требует? Мы ежедневно получаем. Это вы нам не пишете, вам ничего не интересно от нам МИДа. Очень все интересно. Нет, вы нам ни разу за... Вот я хочу сказать, что я была назначена уже более полгода, я ни разу не получала ни одного вопроса или запроса от Радио Свобода. Вы не приходите ни на какие мероприятия, вы не задаете вопросы. Про что? Про то, что вам пишут, или про то, что мы плохие? Мы не только про то, что интересно вам. Мы про разное здесь. Хорошо. Значит, вот я вам хочу сказать, почему не требуют. А я тоже хотела бы спросить, почему у нас люди, и я считаю, что это большой наш грех, общий, что у нас люди, к сожалению, во многих случаях безразличны. Но то, что не требуют от нас, это вы зря. Мы получаем очень много писем, звонков по социальным сетям. Что вы делаете? Буквально сегодня я вам могу, так сказать, процитировать. Газета «Аргументы и факты», наверное, вы знаете, Александр Колесниченко, ее автор, присылает вопрос. Значит, новости об убийстве в Киеве. Читаю это его сообщение. Убийстве в Киеве адвоката, одного из россиян, очень тревожное. Продолжает ли МИД следить за их судьбой? Уточните, что делается. Вот что делается? Давайте уточним. Я вам мы просто, так сказать, могу зачитать наш ответ. Да лучше расскажите. Александру. Согласна, потому что, наверное, это эксклюзивная информация для них, они ее еще не опубликовали. Что делается? Мы, безусловно, российский консул регулярно их посещает. Находится в постоянном контакте с их адвокатами. Я могу вам сказать, что у Александрова новый адвокат. Как вы знаете, сегодня пришла трагическая такая новость, очень тревожная и печальная относительно того, что адвокат не просто исчез или умер, он был убит, по крайней мере, так говорят украинские. Да, и вроде бы задержаны даже злодеи. Но что самое фантастически невероятное, то, что версии рассматриваются две, это межличностные отношения и причастность российских спецслужб, но это как всегда. То есть либо, знаете, как две крылатые цитаты, либо личная неприязнь к Папишвили из известного фильма, да, либо кровавая рука Кремля. Лучше не шутить, когда человек погиб, правда? Я считаю, что лучше не шутить так, как шутит украинская сторона, когда говорит о том, что рассматривает след российских спецслужб. Вот это опасные шутки. Это не просто опасные, а просто омерзительные шутки. Надо все версии рассматривать. Вот, поэтому оказывается содействие, естественно, этот вопрос находится так сказать, и на контроле, на постоянном и информационном, мы постоянно отвечаем на эти вопросы. Но с вами я не могу не согласиться, что, конечно, я считаю, что за наших надо и выходить, и на митинги, и требовать, и писать, и так далее. С другой стороны, простой способ. С другой стороны, помните Минские соглашения, всех на всех. Рассказываю, мы возвращаемся с вами к изначальной ситуации. Россия не является субъектом Минских договоренностей. Минские договоренности говорят о двух сторонах конфликта – Донбассе и Киеве. Почитайте их. Значит, и что касается кампании вот этой поддержки и так далее – я считаю, и все-таки я не могу сказать, что я просто крупнейший специалист, но я все-таки занимаюсь информационными вещами и так далее. И я могу сказать, что кампания в поддержку Савченко, вот на мой взгляд, это вопрос очень дискуссионный, но на мой взгляд, там главное не Савченко, там главное политика. И в данном случае ее судьба волнует куда меньше, чем судьба тех политиков, которые находятся на Украине. И она стала, разменной картой, она стала фактором политической игры. Она стала тем самым фактором, который призван в том числе увести взгляды от реальной ситуации как на Украине, так и по выполнению Минских договоренностей. Потому что все сфокусировано на этом. Надо было тогда просто давным-давно обменять Савченко на этих самых спецназовцев, захваченных с оружием в руках в Украине. Хорошо. Давайте обсудим еще одну тему. Реакция в России на теракты в Брюсселе. Вот кратко, но пожалуйста. Секундочку. Да, значит... Времени мало. Вот вы сказали, что Киев готов... у вас проскочило, что Киев готов обменять, да,
я так не сказал. Но мне так кажется. А вопрос-то в том, вы слышали заявление от Киева о его готовности? Я вам могу сказать, это был вторник. По Москве ориентировочно в 19 часов. Я обратила внимание на 2 сообщения, которые пришли одно за другим. Кстати говоря, выложила их в сеть в Facebook на свой аккаунт. Значит, первое приходит. Порошенко заявляет, что в обмен на Савченко готов передать 2 российских граждан, и утверждает, что на переговорах в нормандском формате президент России обещал вернуть Савченко. После суда, да. Казалось бы, да, проходит 40 минут. И идет другая новость. Рассматриваем этот судебный фарс так же, как очередное неоспоримое свидетельство срыва выполнения минских договоренностей, об этом заявил МИД Украины. Он же потребовал от российской стороны немедленной отмены противоправного антигуманного решения и немедленно освободить Надежду Савченко. Так вопрос-то в том, освободить или обменять? Послушайте, можно хорошо бы освободить, но можно и обменять. Нет. Вот я так трактую. Я хотела бы сказать так, по-другому. что здесь не может быть трактовок, здесь должна быть консолидированная позиция Украины. Мы видим, что в течение 30 минут из разных органов власти приходят противоречивые сообщения. Главный орган власти все-таки президент, что в России, что в Украине. Это вы здорово польстили господину Порошенко. Ничего. Хорошо. Я не думаю, что так думают многие сейчас в Киеве. Но это ваше мнение. Давайте все-таки еще одну тему, надо нам успеть. Обсудим реакцию в России на теракты в Брюсселе. Было много сочувственных комментариев. Собственно говоря, к чему я и пришла сюда. Спасибо. Люди несли цветы к посольству, но были, я бы сказал, такие моральные уроды, которые фактически одобрили эти взрывы. Мы процитировали самые разные мнения, в том числе и ваше выступление. Вы высказали публично дважды недовольство нашим обзором этих высказываний. Если я не ошибаюсь, я должен так процитировать: «Поганая агитка и привокзальная грязь». Я вас правильно цитирую? Да. Вот, а теперь я не очень понимаю, чем вы недовольны. Дело в том, что у нас был опубликован твит Дмитрия Смирнова, это корреспондент «Комсомольской правды», президентский пул. Он пишет: «Захарова о взрывах. Нельзя поддерживать террористов в одних частях планеты и думать, что они не придут в другие». Мария Владимировна, это ваше мнение или он исказил? Вы знаете, это мое, мнение, конечно. Да. А у нас еще есть даже ваше выступление по НТВ. Надо давать Нет, подождите, звук. вы расскажите все, как было. А давайте мы дадим тогда ваше интервью. Давайте, вы меня спросили. А мы хозяева, мы имеем право. Вы меня спросили. Ну, хорошо. И я сказала, вы возражаете? Да, я возражаю. Вы возражаете против собственного... Нет, я возражаю против манипуляции общественным мнением. Почему? Где ж тут манипуляция? Потому что вы должны рассказать, как было дело. Что давайте на вашем послушаем. сайте... Нет, дело было-то не с НТВ, дело было с вашим сайтом, который написал или опубликовал пост вот этого господина, журналиста. Дмитрия, да. А кто он? Да. Он корреспондент «Комсомольской правды», журналист кремлевского пола. Нет, о чем вы говорите? Вы, опять же, не надо лукавить. Вот эта фраза. Нельзя поддерживать террористов в одних частях планеты и думать, что они не придут в другие. Вы же сейчас говорите не совсем правду. А можно сказать, потому что был опубликован материал на вашем сайте. С каким заголовком? Вы же прекрасно знаете, с каким заголовком. Нет, я не знаю, я забыла. Да, и я забыл. Да, массовое оскотинивание. Вы знаете? Даже не так. Да? Да, не так. И что вы хотите сказать? Так я хочу вас спросить, вы помните или нет, раз вы подняли эту тему? Это вот сокращенный этот вариант. Так он и есть? Нет, он не так есть. Он говорил, действительно, слово «оскотинивание» было. И там было, по-моему, про государственных чиновников в эфире и так далее. Этот заголовок стоял на фоне моей фотографии. Да неужели? Да, именно так. Поэтому, когда вас это обидело? Нет, меня обидело то, что вы сформулировали мысль ровно противоположную той, которую я говорила в эфире. И человек, давайте мы послушаем, что вы говорили в эфире. Нет, пожалуйста, дайте нам в эфире то, что было в эфире, чтобы нас не обвиняли в том, что мы вас искажаем. Пожалуйста. Мы, к сожалению, сегодня, в 2016 году, несмотря на то, что терроризм охватывает мир все больше уже на протяжении нескольких лет, мы приходим к очень печальным итогам политики двойных стандартов в этой сфере. Нельзя делить террористов на хороших и плохих. Нельзя их поддерживать в одном регионе, на Ближнем Востоке, на Северном Кавказе, и при этом думать, что это
эта страшная болезнь современного мира не придет в другую часть планеты. Такого быть не может. И вот эта политика двойных стандартов в оценке действий террористов, я думаю, что с каждым днем, к сожалению, через большие и большие жертвы, через потерянное время и потерянные жизни, люди начинают понимать, что это тупиковая политика. Ваши слова, абсолютно правда? Подписываюсь Да. под каждым из них. А вы не можете сказать, где здесь что-то я неправильно сказала? Вы знаете, здесь вот тот вчера... же двойной стандарт. Нет, здесь я могу вам сказать, что ровно это же повторил, практически вчера Керри на пресс-конференции. Об этом говорят все мировые политики. Вот скажите мне, пожалуйста, что было сказано не так? Только я вам скажу, почему я назвала материал, опубликованный на сайте Я только уточню радио... заголовок. Я действительно оговорился. Хоровое оскотинивание. Да, на государственном уровне. И там говорилось на государственном уровне? На государственном уровне, а хоровое оскотинивание. И там говорилось о том, что российские чиновники злорадствуют и глумятся в связи с терактами. Хорошо, читаю вам, пожалуйста, слушайте, можно я скажу? Читаю вам Алексея Пушкова, председателя комитета Госдумы. Нет, брейк. Не хотите? Это стыдно? К Алексею Пушкову, которого вы можете позвать в студию и зададите ему все возможные вопросы. Хоровод обреченных. Такую подпись поставил советник министра обороны России под фотографией Андрея Ильницкий, запечатлевших, взявшихся за руки людей, пришедших выразить солидарность с бельгийцами. Это не чиновники? Это не ко мне. Я не являюсь Алексеем Пушковым. Вы бы поставили его фотографию, дали его твит, спросили бы его комментарий, и вопросов у меня к вам не было. Вы поставили мою фотографию. При этом вы абсолютно проигнорировали то, что я сказала в прямом эфире «России-24». И раз вы любите оперировать фактами, я вам дословно привожу мою цитату. В первую очередь нужно сделать все, чтобы не было никакого злорадства, никакого ощущения «вот у них, а у нас нет», чтобы этого не было. Сегодня уровень террористической угрозы по всему миру таков, что нет ни одного района, города, страны, вне зависимости от экономики, политики, социального уровня благосостояния, который был бы защищен. Сегодняшний случай стал этому подтверждением. Финально, если в центре Европы, в одном из самых благополучных городов мира, в городе, где находится штаб-квартира НАТО, происходит не один, а целая цепь терактов, мне кажется, что надо всем просыпаться и понять, что дальше так идти не может. Нужно действительно предпринимать все возможные меры для того, чтобы остановить расползание этой катастрофы. Я рад, что у вас получился текст лучше, чем тот, который мы воспроизвели. Я вам хочу тот сказать, был сочувствием, но осуждаем ваши двойные стандарты. Вы знаете, вы простите, а нельзя пожалуйста. Просто посочувствовать? Да, конечно, можно. Только это будет подлостью по отношению к новым жертвам. И я вам хочу сказать, что я практически преклоняюсь перед израильтянами, которые вот в этой колоссальной трагической ситуации, в которой они оказались, они живут в терактах постоянно, они действуют. Они не только меняют аватарки и зажигают поминальные свечи, а они создали одну из самых прогрессивных, продвинутых структур по противодействию терроризму. Только вы что Россия хотите? отказывается считать террористами Хизбаллу и Хамас. Это ли не двойной стандарт? Нет. Зайдите на сайт Министерства иностранных дел. Я вам могу это подтвердить как человек, который занимается его наполнением. Каждый террористический акт, если это цепочка террористических актов, значит, после цепочки террористических актов, каждый раз мы жесточайшим образом реагируем на любые теракты, которые совершаются, вне зависимости от того, кем они совершаются. Только эти организации не признаете террористическими. Их не признаем не мы. Их не признает Совет Безопасности ООН. Вы, пожалуйста, давайте опять же вернемся к вашей реальности. Это сделать. И еще такой момент. Не валите я хотела бы. Я не валю, мы его члены, поэтому в данном случае говорю абсолютно четко и ясно. Я хотела бы сказать такую вещь. Если бы мы не ставили вопрос о коллективных усилиях международного сообщества по противодействию терроризму, вот тогда вы имели бы право, конечно, не вы лично, но тот человек, который писал, сказать, что Россия нашла странный день для того, чтобы призвать всех к противодействию терроризму.
Мы говорим об этом каждый день. Мы говорим нашим натовским коллегам и предлагаем возобновить то сотрудничество контртеррористическое, которое именно они свернули. И они этого не делают. И когда в центре Брюсселя, там, где находится действительно их штаб-квартира, происходит не один теракт какой-то одиночки или какого-то одиночки, а целая цепочка спланированных терактов, то хочется задать вопрос, кого мы обманываем? Да, безусловно, моральная поддержка друг друга чрезвычайно важна. И я был как раз тем человеком, который в эфире и призывал к этой моральной поддержке. Но одновременно невозможно, как вот я уже тоже сказала, все время поправлять повязку, не понимая, что там под ней начинается гангрена. А вы на денек отложите ваше поучение. Вы знаете хоть один случай, чтобы вице-спикер парламента какой-нибудь страны, извините, Мария Владимировна, заявил, что теракты на Дубровке, в Беслане или Волгограде нам полезны, пусть бегут к нам за помощью. Вот послушайте, что говорит господин Жириновский, вице-спикер Государственной Думы. Сирия не Европа. Сейчас теракты идут в Европе и будут идти по всей. И нам это выгодно. Пусть они подыхают и погибают. Чего вы все ждете? Давайте мы с вами будем. Пусть они к нам идут и просят нас. Вот как вы это прокомментируете? Я хотела бы вернуться к той фразе. А я не хочу возвращаться. Я хочу вас получить ответ на Жириновского. А я хочу получить ответ на то, что вы мне сказали. И то, что я не очень поняла. Вы мне сказали, вы на денек отложите что? Сначала соболезнования, а потом поучения. А так и было. Только вопрос в том, что между терактами к нам никто не прислушивается. Когда же Зато еще прислушиваются говорить? к Жириновскому, видимо. А еще раз, у вас когда был последний раз Жириновский в эфире? Давненько. Так пригласите чтобы он еще такого раз. не говорил вот больше. Так пригласите и отчитайте Значит, его за эти это слова. государственный деятель. Нет. У вас есть комментарий? Извините. Вы согласны с ним? Это, простите меня, я хочу вам сказать, Министерство иностранных дел может прокомментировать выступление вице-спикера Государственной Думы России? Конечно. Никаких экстремистских высказываний я поддержать не могу. И еще хотела бы вам сказать, в том числе и это высказывание Жириновского. Можно я вам могу сказать такую вещь, что господин Жириновский является лицом избранным. За него голосуют люди. Его не назначают, его выбирают. Это не дает ему права произносить такие вещи. Почему вот, например, этот вопрос депутат, вы адресуете к исполнительной власти? Значит, прекрасно. Вот есть адресование к исполнительной власти, есть письмо в Следственный комитет господину Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье 205 частью К «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Подписал Борис Вишневский, замруководителя фракции «Яблоко» в Санкт-Петербургском законодательном собрании. Скажите, пожалуйста, вот вы лично, не как официальный деятель, а как человек, могли бы поддержать это обращение? Пусть изучат, есть там такой призыв или нет? Есть там оправдание или нет? А какие-то проблемы с прохождением данного предложения? Человеку отказали вы сказали, уже? Что вы осуждаете, или я не понял? Вы я сказала, что я не могу поддержать, и я осуждаю любые экстремистские заявления. В том числе и Жириновского? Вне зависимости от того, кто их произносит. Мне кажется, что это исчерпывающая формулировка и в моей непосредственной должности, и в моей человеческой. Я всегда очень четко формулирую свои мысли. Я не могу поддержать все, что связано с экстремизмом, терроризмом и любым насилием. Просто не могу. И я могу сказать, что это полностью совпадает с моей гражданской позицией. Прекрасно. И если я когда-то... Значит, претензий к заголовку про оскотинивание государственных деятелей, я думаю, не должно быть. Извините, после этого заявления пожалуйста. Жириновского. Во-первых, это была не только моя претензия, но и претензия радиостанции, потому что заголовок был изменен. Сокращен. Он был изменен. А во-вторых... Не под вашим давлением и не по политическим причинам. А по каким? По техническим. Он слишком длинный просто был. Я серьезно вам говорю. То есть он 4 часа провисел на сайте и был недлинным. Мы много что исправляем на нашем сайте. И был недлинным, а через 4 часа его решили укоротить, потому что, видимо, буквы не влезали на компьютерный экран. Технология, вы сможете смеяться, но технология есть технология. Ну это Хорошо. же от лукавого. У меня есть вопрос Захара Федорова. У меня была претензия только одна. Вы не просто можете, вы обязаны следить за тем, чтобы не было экстремизма, чтобы
соблюдалось с вашей точки зрения нравственности. Мне было бы очень неприятно читать то, что господин Жириновский сказал, и даже пускать это в эфир. Вы не можете ставить фотографии одних людей, приписывать им твиты. Вам ничего не приписано. Твиты других людей. Вы и признали, при этом, что это ваш твит. Это не мой твит, это твит корреспондента. Точно изложившего вашу формулу. Безусловно, но вы не изложили прямую противоположность и заголовку, и сути статьи, которую я сказала в эфире этого же канала. Вот за всеми каналами мы не успеваем. А это был этот же канал, я хочу вас разочаровать, был этот же канал «Россия-24». Хорошо. Вот, пожалуйста, еще один вопрос. Захар Федоров. Он очень интересуется Будапештским меморандумом и, в частности, словами министра иностранных дел господина Лаврова, который сказал, что Будапештский меморандум мы не нарушили, он включает одно единственное обязательство – не применять против Украины ядерное оружие. Никто этого не делал, и угроза применения ядерного оружия в отношении Украины не звучала. Цитата верная? Да. Цитата верная. Тогда вопрос того же Федорова. На пресс-конференции господина Лаврова были взрослые, образованные люди, которые могут заглянуть в текст Будапештского меморандума. Почему господин Лавров выдает свою интерпретацию этого документа за правду? Я могу прочитать текст меморандума. Там, например, есть действительно воздерживаться от угрозы силы и применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины. Статья 2. А министр говорил, что одно единственное обязательство. Ну зачем так подставляться вашему начальнику? А можно спросить, а почему вы так вот с минскими договоренностями не пришли с распечаткой? Мы бы так тоже процитировали бы, и здорово. Ну, видите, хорошо. какой у вас избирательный вход? Я вас спросил про Будапештский меморандум. Разве была нарушена... А что конкретно? Расскажите, что конкретно. Давайте по пунктам разберем. Вот конкретное нарушение в чем? А Россия не способствовала распаду, скажем так, Украины? Я очень мягко скажу. Россия способствовала распаду? Конечно. Ну, во-первых... Отделение Крыма в пользу России – это что? Организация массированной поставки через российско-украинскую границу. Все-таки меморандум заключался с государством, во-первых, независимым, и другие государства по уставу... А теперь другое государство? Конечно. Как другое? Конечно, другое. Да вам двойку по международному праву поставили бы в вашем институте. Теперь другое правительство, а государство тоже... Так вы сами себе противоречите. Способствовало распаду или тоже государство? Вы сами-то определитесь. Я ничего не противоречу. Так вы скажите, тоже государство или распавшееся? Государство тоже, у которого Россия аннексировала Крым. Значит, понимаете, на момент подписания этого документа, кстати говоря, меморандума, да, в отличие от минских договоренностей, да, а это меморандум, речь шла о том, что никто не подозревал, что все остальные подписанты и, так сказать, люди из страны, признающие этот документ, отказывались бы от признания независимости, суверенитета и невмешательства в внутренние дела Украины. И неприменения вооруженных сил? Вооруженные силы в Крыму появились когда? чьи? Человечки-то? Нет. Ой, а вы не знаете? Я знаю, российские, конечно. Да. Да, даже президент Путин Вы знаете, признал. Просто дело в том, что там много лет они находились. Да, а некоторые еще и высадились. И нигде не написано, что они не должны были высаживаться. Нет, они не должны были высаживаться, в частности, в Верховном Совете Крыма. Но это вы сейчас придумали на ходу. Ну, я не придумал, потому что я знаю, что не должно быть. Вы знаете, но мятежей не должно быть нет. на территории других государств. На территории Украины находились вооруженные силы Российской Федерации, находились в большом количестве. А потом стали находиться в большем количестве. Да, но это количество не превысило того количества, которое было прописано. Они должны были захватывать государственный орган власти Украины. Вы перебиваете тогда, когда вы понимаете, что я сейчас приведу аргумент, которым у вас нечем крыть. Давайте я договорю Я не знаю, какой вы аргумент приведете. Соглашение. Вот господин Калист, я знаю про это соглашение. Да, я тоже могу постучать. Стучите. Соглашение о базировании Черноморского флота. Согласно этому соглашению, которое было подписано с Украиной, на территории этой страны могло находиться определенное количество вооруженных сил, и совершить там людей. Государственный переворот. Государственный переворот, я хочу вас разочаровать, может быть, опять что-то вам рассказать новенькое, был совершен на Украине в Симферополе за нет, некоторое время до референдума в Крыму. А именно тогда, когда законно избранный президент плохой
плохой, хороший, кому-то не нравящийся, но законный президент Украины... Бросил Украину и убежал из Украины. Нет, он, самое интересное, что не бросал Украину. Сидит в Ростове, говорят, выпивает, бывает на Рублевском шоссе. На тот момент просто был изгнан теми людьми, которые накануне с ним подписали, опять же подписали при гарантии международного сообщества, подписали соответствующие документы о там, переходном процессе и так далее. Что-то вы забыли про Януковича, не боретесь за его восстановление в должности. Все уже забыли, и новые выборы прошли, и все прошло. Мы продолжаем наш разговор с Марией Захаровой на сайте Радио Свобода, в трансляции в интернете. И я что хочу сказать. Вот, например, есть такой вопрос. Даже два человека. Илья Лазаренко и Иван Калистратов. Они оба говорят о том, что у России есть неденонсированные договоры с Украиной, по которым признаются границы 1991 года, соглашение о создании СНГ, договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, так что у нас соглашение между правительством России и Кабинетом министров о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов. Там Крым прямо упомянут как составная часть Украины. Вот, почему Россия, если захватила Крым, не денонсировала эти соглашения? Я просто хочу сказать, что мы за те пару минут, которые мы продлили наше интервью, мы просто не уложимся. Я обещаю вам, что я предоставлю на этот вопрос развернутый ответ. Просто потому что вы меня сейчас начнете... То есть вы не готовы? Вы меня сейчас начнете перебивать, и мы в этих Не-не, у нас есть время, но вы не готовы ответить. Нет, почему? Я готова ответить, но я вам еще раз говорю, у нас осталось 2 минуты, мы просто Нет, не у нас успеем. не 2, у нас порядка 10 минут. Это у вас есть. осталось 10 минут, а вы хотите убежать и бросить нас? Ну, у нас с вами без ответа. Была договоренность о том, что вы задержитесь. Если вы не перестанете хамить, то мы закончим интервью раньше. Поэтому вы, пожалуйста, не хамите мне, а задавайте вопросы по существу. Я еще раз сказала. По существу, о договорах, которые не денонсированы. Я предоставлю либо этим пользователям, а также и вам в копии, чтобы вы могли разместить у себя на сайте очень подробный ответ на этот вопрос, потому что он действительно занимает большое количество времени. Хорошо, вопрос Бориса Вишневского. Как отреагирует российская власть, если в каком-то регионе России, даже без участия иноземных войск, граждане потребуют проведения референдума о независимости и отделении от России? Да, спасибо вам большое. Очень актуальный вопрос, который актуальный уже несколько лет. Борис, да, зовут? Борис, да. Борис, вопрос в том, что вот вы задаете вопрос, как отреагируют российские власти. То есть вопрос нужно немножко уточнить. Вот у него есть уточнение, я не успел дочитать, извините. Да. Будет ли признано их право на самоопределение, будет ли сказано, что, ну что ж, народ так решил? Борис, вот небольшое уточнение. Это будут законно избранные власти, либо власти, которые прогонят законно избранные власти и силовым методом захватят власть в стране. Вот уточните, пожалуйста, о каких властях вы говорите? Если по аналогии с тем, что вы говорите, представьте себе, что какое-то иностранное государство высаживает свои войска в некой области России, и там проводится нечто вроде референдума. Что тогда? Такой референдум не соответствует законам России. Я подчеркну. Вы же опять говорите какую-то полуправду, искривленную правду. Вооруженные силы другого государства находились на территории Украины согласно соглашению. Хорошо, предположим, этих вооруженных сил нет. Вы меня спрашиваете или говорите сами? Если спрашиваете, дайте мне возможность ответить. Второй момент. Вы говорите о том, что другое государство содействовало изменению на Украине. Буквально за несколько месяцев до этого уже не в первый раз целая группа иностранных государств содействовала изменению власти, конституционного строя на Украине. Причем делала это не в первый раз. Это был уже не первый Майдан. Если вы помните, первый Майдан закончился чем? Отменой результатов всенародных выборов. Предположим, они сделали нехорошо. Это повод захватывать чужую территорию? И назначением третьего тура антиконституционного третьего тура голосования. Слушайте, это внутреннее дело Украины, что касается... И Россия тогда не возражала. Безусловно, но только внутренним делом Украины занимаются иностранные государства. И это самая большая ее проблема. Россия тоже занимается внутренними делами Украины. Что касается, были ли это чужие ошибки поводом для вмешательства во внутренние дела. Чужие ошибки привели к тому, что территория государства решила самоопределиться, потому что она устала. Вы за право на восстание? Потому что она устала от того, что на протяжении многих лет, десятка лет,
эта власть меняется по заказу зарубежных государств. Вы и все. за право на мятеж? Ни в коем случае. Нет, Ну, для же? меня существует Конституция, для меня существует закон, и для меня существует законное волеизъявление граждан. Референдум в Крыму не соответствовал законам Украины. Вот это самое свободное волеизъявление граждан попралась, извините за этот высокий глагол, неоднократно не учитывалось, так сказать, международным сообществом первый Майдан и второй Майдан. Это были Потому законно. что про Крым, а вы про Майдан. Вы меня спросили, за мятеж ли я. Второй момент. А вы знаете, какое за количество мятеж в Крыму раз... вы да. Нет, а за мятеж нет, другой нет, в нет. Чечне, например. Если бы, вы знаете, я могу сказать так, что если бы Крым вот тогда, 2 года назад, впервые поставил бы вопрос о самоопределении и так далее, тогда да. Вот тогда я с вами была бы согласна. Мятеж, бунт, все что угодно. Вы знаете, какое количество раз Крым ставил вопрос и даже проводил референдумы? Знаете? Ну, я так поняла, что не знаете. Это не единственная вещь, которую Я просто не хочу с вами спорить, вы мне начнете потому что вы не знаете просто это. Вы тоже почитайте. Вы наберите вот там референдумы в Крыму, и вы увидите, какое количество раз за более чем 20 лет там был референдум, например, 91-го года вопрос о референдуме. О независимости Украины. Да, вы знаете результаты? Конечно, знаете? Да. 54% за независимость Украины. В Крыму в 91 году. А другие референдумы, если они там были, они не были. Конечно, нет региональных референдумов о независимости. Вы даже не знаете Украине. этого, вы почитайте. И вот ладно, слушайте, и вы почитайте. Ведущий вы Конституцию Украины почитайте. Ведущий не знает, но вот слушатели, пожалуйста, зайдите в интернет, прочитайте, наберите референдумы в Крыму, и вы прочитайте историю того, сколько и как эта территория боролась за самоопределение. А самое интересное, чем эта борьба легальная, в отличие от Майданов, заканчивалась. Вот и все. Чем она закончилась? Вот этим переворотом и аннексией Крыма. Хорошо, у меня есть еще гуманитарный вопрос. А вы были в Крыму? Я был в Крыму. Когда? До всех событий. А после? А после нет. А с людьми разговаривали? У нас есть замечательные корреспонденты, которые разговаривают с людьми в Крыму. Бабицкий? Бабицкий? Причем тут Бабицкий? А кто? Я не знаю, не Бабицкий. Вы не знаете, кто Бабицкий у вас давно из не работает на Радио Свобода. Вы не знаете, кто из корреспондентов находится в Крыму? Я была в Крыму в 2015 году. Но не Бабицкий летом, точно. Потому что я столько произносила слово Крым, я ни разу там не была. И я туда приехала. У меня была неделя отпуска, и я посчитала, что, со всех точек зрения, я посчитала, что я должна туда приехать. И приехала. Я вам хочу сказать, что у меня не осталось никаких вопросов, почему эти люди проголосовали так, как они проголосовали. Замечательно. А международное право надо соблюдать. Конституцию хроники. Надо соблюдать. Ребята, что надо было делать 20 лет с этой фантастической природой и курортной зоной, чтобы это было то, что представлял собой Крым на данный момент представлял собой. Это еще, слава богу, отстроили аэропорт. А не развитости инфраструктуры. Послушайте, мы можем с вами поехать по России, я вам покажу массу регионов замечательных, которые запущены чудовищно. Да, только это не курортная зона. Ой, и курортные зоны тоже. Да, конечно, а у нас их не так много. Вопрос из гуманитарного раздела. Юрий из Германии спрашивает, почему в истории с якобы похищенными мигрантами 13-летней русской немкой, когда выяснилось, что ни похищения, ни изнасилования не было, с российской стороны не последовало извинений за необоснованные публичные обвинения господином Лавровым властей Германии, включая берлинскую полицию в недобросовестном расследовании и сокрытии фактов. Блестяще. Я знаю, просто тут вариантов нет. Так. Это ваш слушатель. Это слушатель, который, я считаю... Уважайте наших слушателей. Что он, наверное, вас слушает регулярно. Кто, во-первых, как там написано, когда выяснилось, что ее не похищали и не насиловали, да? Выяснилось кем? Выяснилось когда? А дальше, что Лавров там обвинил и так далее. Лавров и МИД России сказал только одно. Не могли бы вы нам по официальным каналам представить информацию, что случилось с этой гражданкой России, потому что у нас есть информация из средств массовой информации, что что-то с ней произошло не так. Тональность была точка. Не такая. Это как из анекдота про пиво нет. Знаете, да, такой анекдот? Ну что вы, вы потом расскажете. Нет, сейчас. Замечательный был такой анекдот, когда человек... Приходится анекдоты слушать. А тут такое дело трагическое. Вы послушайте. Трагическое? Конечно. А почему?
Ну, печально, такой скандал был. Господин Штайнмайер очень так был нервно Печально реагировал. такой скандал был и трагическое. Так вы определились, печально, трагическое скандал. Вы знаете, чем закончилось это дело? Идет расследование. Так расскажите своему слушателю, что еще никто не знает, что же там произошло на самом деле. Так зачем было обвинять? Как кто обвинял? То есть Лавров не обвинял? Ну, Слушатель не прав. Вы же знаете, что не обвинял. Вы Я же не читаете... знаю, я хочу просто от вас узнать. Так я же и говорю, что не обвинял. Ну так хорошо. вы почитайте, все стенограммы заявлений Лаврова находятся на сайте Министерства иностранных дел России. Ну, еще хорошо. раз повторяю. С меморандумом он еще раз не повторяю, ошибся, что здесь он тоже ничего не ошибся. Я повторяю еще раз, что эта девочка является гражданкой Российской Федерации. Обеспокоены. Мы не просто... Вы знаете, как интересно получается, что какой-то вот тоже интересный подход. То есть есть категории граждан России, которые находятся за рубежом, о которых не надо думать, а те есть, которые, о которых надо. Сказал. Это вы сказали. Я не сказал. Это вы сейчас вот я к этому подвели и так далее. А вот мне кажется, что мы должны заниматься моряками, которые захвачены на суднах где-нибудь в Эритрее. Помните, да? Недавно было. Мы не Яхта просто, вот сегодня, слава богу, одного освободили. Мы должны заниматься пострадавшими в ходе авиакатастроф на территории других государств. Мы должны заниматься людьми, которые заболели и нуждаются, допустим, в лечении за рубежом, попав в аварии и так далее. Мы должны заниматься, восстанавливать документы. Согласен. Очень важно. Но если есть информация, которая вызвала общественный резонанс, и по каким-то причинам официальный Берлин не стал комментировать эту информацию, и чем дальше, тем больше. Может быть, защищая интересы несовершеннолетнего. А потом, если бы они хотели, они бы предоставили всю информацию родителям и посольству Российской Федерации конфиденциально, что и они и обязаны были изначально сделать, учитывая, что у них сразу была информация о ее гражданстве. Ничего из этого не было сделано. Поэтому не было никаких обвинений. Был вопрос о том, почему на официальные запросы, во-первых, почему нас не проинформировали сразу, по закону они обязаны это сделать, а во-вторых, почему информация начала скрываться. Теперь информируют? Приезжал Штайнмайер, эта тема поднималась, да, и они сказали, что когда будет завершено расследование, следствие, то тогда, безусловно, нас в первую очередь поставят, в первую очередь имеется в виду, безусловно, в первую очередь родителей, но из, так сказать, контрпартнерских структур нас, безусловно, поставят в курс дела. Вот еще Михаил тоже спрашивает. Вот вы посмотрите, как интересно, ведь как только пошла эта тема, как только пошла эта информация, тут же вместе прокуратура, или как называется, следственные органы, поступил запрос от возмущенных граждан Германии, которые потребовали разобраться юридически с российским корреспондентом. Это их право, разберутся. То есть вы считаете, что разбираться с корреспондентами за материалы — это право? Слушайте, судятся везде, это право. Судятся везде, с кем только не судятся. То есть я правильно понимаю, что сейчас сегодня в эфире Радио Свободы... Право любого гражданина не согласиться. День, 25 марта. Не согласиться. На Радио Свободы мы услышали уникальную судятся вещь. Со всеми. Мария Владимировна, вы же знаете. Что правоохранительные органы ФРГ должны были проверить и так далее. Все, вопрос нет. Я записала столько пишут этот жалоб день. на всех. Записала, что в России не пишут жалоб. Имеют право. Нет, вы знаете, это разные вещи. Я считаю, что я же это не поддерживаю. Я же имеют право. Хорошо, я учла, что вы отыграли назад. А вы отыграли вперед. Так вот вопрос, который я хотел задать от Михаила. Он перечисляет 3 фамилии: Наталья Захарова, Римма Саланин, Ирина Беленькая. Все эти дамы, за которых заступался МИД, как выяснилось, совершали уголовные преступления. Захарова осуждена французским судом за подделку чеков и поджог, российским судом приговор признан, Саланин осуждена финским судом за кражу, а МИД как-то об этой уголовщине со стороны своих подзащитных знать не хотел. Кто подводит министра иностранных дел? Куда? Подводит. Какие-то вы защищаете этих людей бурно, а они оказываются уголовниками. Ну что ж такое? Вы считаете, что Наталья Захарова уголовник? Я не считаю, это суд считает. Нет, я имею в виду, вы все-таки как журналист осуждена используете... французским судом, российским судом приговор признан. Вы знаете ее дело?
Слушайте, столько было передач об этом, что я уже запутался. Вот Но я вот я считаю, знаю, что есть вердикт суда. Я тоже считаю. А вы знаете, в чем ее обвиняли? Что это за Там за ребенка история? Такая битва была. Так очень... российский МИД поддерживал ее именно в ее правах матери, которая... Знаете, можно долго спорить на тему, как надо любить своего ребенка. Чтобы пойти на преступление? Бывает же такое. Бывает такое, что матери идут на преступление ради своих детей. Бывает. Ну, это, вы знаете, это трагедия. Это действительно, я не могу сказать, что распространенный случай, но это такое бывает. Такое бывает. Я не говорю, что это правильно или хорошо, упаси Боже. Я исхожу из того, и повторяю это второй раз за сегодняшний эфир. Закон, закон и еще раз закон. Как гарантия сосуществования людей в обществе. Но я еще раз хочу сказать, мы поддерживали ее в поисках своей дочери. В том, чтобы ее права как матери ей были возвращены. Она российская гражданка. А еще один момент. Ведь вот тоже интересная история. Вот, с одной стороны, ваш слушатель, я не знаю, кто он по гражданству, он говорит о том, что вот она приступила закон, зачем вы ее поддерживаете? Но ведь у нас огромное количество россиян, которые приступают в закон, при этом они не перестают быть россиянами. И мы обязаны, как министерство, оказывать им поддержку. Когда-то оформлять документы, когда-то заниматься установлением связи, я не знаю, там, и с родственниками, с государственными структурами одной страны и другой страны и так далее. У нас есть определенный набор, сухим бюрократическим языком это называется, государственных услуг. На самом деле наших обязанностей, которые мы должны выполнять вне зависимости в отношении хороших или плохих людей, они должны быть Объяснение принято с удовольствием. Еще буквально несколько вопросов. Один вопрос о нашем коллеге, польском журналисте Вацлаве Радзивиновиче. Вот его МИД лишил аккредитации. Он, насколько я понимаю, покинул Россию. Из Польши выслали сотрудника государственного СМИ. Ну расскажите мне правду. Я буду рад, если вы скажете, что Вацлав вернется. Давайте я вам расскажу. Я не могу вам говорить, что то, что я вам сейчас скажу, это правда, что вы говорите, это неправда. Я могу говорить, что я считаю, что, допустим, то, что вы говорите, неправда. Но я расскажу вам так, как я знаю эту историю. Это была очень неприятная и вынужденная мера, на которую мы пошли. Это был ответный шаг после того, как российский корреспондент был выслан, депортирован из Польши. Да, мы неоднократно на протяжении года, может быть, больше, говорили польской стороне по различным каналам, что если он будет депортирован, вот так как все шло к этому, то мы этот шаг не оставим без ответной меры. Он был депортирован, ему не было предъявлено ничего. То есть это были, как мы понимаем, политические мотивы. Соответственно, мы пошли на ответный шаг. Просто потому, что дальше будут высылать всех подряд, если не будут понимать, что за это будут направлены им же их корреспонденты. Вот и все. Выслали корреспондента частного и оппозиционного средства массовой информации в обмен на, так сказать, высылку представителя государственного СМИ. Но можно было хотя бы подумать о равноценности этого действия. Я считаю, что как раз если начать думать о равноценности одного и второго, то это очень пагубный путь. Я, например, не знаю, как оценить равноценность Свиридова, Радзивиновича или кого-то еще. Поэтому это была, можно сказать, случайная хорошо, выбор. Это произошло. А можно каким-то образом этот вопрос урегулировать? Вы прекрасно знаете этого человека, мы прекрасно знаем этого человека. Могу вам Он сказать. Прекрасный профессионал. Ну так Свиридов-то не хуже профессионал, между прочим. То есть вы хотите, чтобы Свиридов вернулся в Польшу, а Радзивинович в Москву? Или есть какие-то другие варианты? Прекрасное решение, мне кажется. Это было бы то, что бы всех устроило. Потому что ведь самое, знаете, поганенькое было, как в том числе в России, люди, которые считают себя друзьями Радзивиновича, и я же ничего не имею против него. Он хороший, наверное, журналист, он точно журналист. Хороший, нехороший, каждый может оценивать сам и должен оценивать сам. Но то, что вот было
очень неприятно, когда его российские друзья, ваши коллеги, журналисты, начали говорить о том, что Свиридов не журналист вообще. Чуть ли там это не обсуждаем. Он прекрасный Свиридов журналист. Такой же журналист, я имею в виду профессионально, как и Радзивинович. Он не просто знает Польшу. Самое обидное, что он ее любит. Что они выслали человека, который действительно имел вид на жительство там, жил, любил Польшу. Знаете, вот, давайте мы попытаемся все-таки вот здесь сделать такое маленькое многоточие и постараться что-то сделать хорошее в этом направлении. Так а кто же против? Ну ведь мы же плохого-то не делали. Хорошо. Вот вы задайте вопрос польским властям, зачем и почему они выслали Свиридова? Они же до сих пор не говорят. А я вам расскажу, почему они его выслали. Ну, расскажите. Рассказываю. Только коротко. Нет, послушайте, вы меня сюда пригласили. Вы меня попросили остаться даже больше, чем эфир. А сейчас мне говорят, теперь коротко. Вы определитесь, вы хотите, чтобы я говорила или не хотите? Мы же сейчас можем закончить. Я очень хочу задать еще примерно 5-6 вопросов. Так я останусь. У нас с вами целый вечер впереди, вы не переживайте. Значит, за что выслали Свиридова, как мы понимаем, учитывая, что ничего внятного ему не сказали, все указывает на то, что выслали его за фотовыставку Стенина. Стенин, кто не знает, это фотокорреспондент, который, выполняя свой долг, он был действительно фотокорреспондентом, не кем-то там, не космонавтом и не балериной, а фотокорреспондентом, погиб на Украине. И Свиридов делал эту выставку. Ну вот я с ним разговаривала, он говорит, вот я сделал эту выставку и началось. Ну, это ваша догадка. Хорошо, давайте мы немножечко в таком, в быстром темпе теперь пойдем, как бы. Так вы спросите у польских властей, если я вам обещаю, мы попросим нашего оперируем. Они-то не говорят, почему. Мария Владимировна, я вам обещаю, мы попросим нашего корреспондента в Польше задать этот обязательно вопрос о господине Свиридове. Да. А я вам задам еще несколько вопросов, но давайте в таком быстром темпе. Он, кстати говоря, летал, он мне рассказывал, он и с Качинским летал на самолете, освещал визит, он брал интервью там у польских разных. И Радзивинович замечательно работал. Да. Можно, это я хочу слушателям все-таки, которые мне накидали сегодня в Фейсбуке массу вопросов. Да. Так, еще Михаил. Где живет Катя Лаврова? В Москве. На каком основании дочь министра с мужем жила в Великобритании? Считаете ли вы, что это нормально, когда в ситуации противостояния с Западом дети первых лиц страны живут за границей? Это Патриот писал. Любой гражданин Российской Федерации живет на территории Российской Федерации или любой другой страны мира на одном простом основании. На основании Конституции Российской Федерации. Я понимаю, что, как и Минские договоренности, и многое другое, ее никто, эту нашу Конституцию, и не читал. Но вы прочитайте. Они про противостояние с Западом говорят. И там написано, что любой гражданин может жить так, где ему хочется. Это раз. Я не пресс-секретарь никого другого, кроме как официальный представитель Министерства иностранных дел. Я не комментирую личную, частную жизнь сотрудников Министерства иностранных дел, но я вам могу процитировать слова министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который в интервью 3 радиостанциям ответил на этот вопрос и сказал, что его дочь живет в Москве. Вот Александр Щеголюк от меня требует спросить, говорит ли правду господин Швец? А миф, знаете, откуда пошел? Да? Миф-то откуда пошел? Миф и про нее, и про меня пошел по одной простой причине, что Сергей Лавров был долгое время поспредом России при ООН в Нью-Йорке и жил там. Соответственно, вот все эти там сколько-то, около 9 лет, она жила с ним, ходила в школу, училась. Я жила в Китае, у меня... В Пекине, мы знаем. Да, папа на тот момент работал в Пекине и тоже ходила в школу дважды, его дважды направляли в Китай. И во вторую командировку, когда я с ними поехала, я захотела еще учиться в китайской школе. Было мое собственное личное желание. И все, и мне уже говорят о том, что я китайский шпион. Честно написали. Нет, почему мне пользователь в соцсети сказал о том, что вот... Так вот я и говорю о том, что мифы, это мифы, такие же мифы. А знаете, что вот мне человек написал? Он написал, правда ли господин Швец заявил, это какой-то там человек, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров имеет нелегальный бизнес, полную визовую монополию, все деньги ему идут в карман за визы. Ваша реакция на такие разоблачения? Ну, вот примерно такая же, как и на предыдущие. Ну что, я не знаю, кто такой Швец. Я просто не знаю, кто этот человек. То есть нет никакого бизнеса, мы так и скажем.
у Сергея Лаврова. Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки люди должны отдавать себе отчет, если они делают такие заявления. Ну, как на основе чего-то же должно это быть. Не знаю. Вот ну, смотрите, вот это из разряда того, еще что один я вопрос. ходила в китайскую школу, не и сам всё. придумал. Да. Вам зарплату повысили в 4 раза после Крыма, как другим МИДовским работникам. Ой, нет, мне не повысили. А может быть, кому-то повысили, мне ничего не повышали. Мне повысили зарплату только после того, как я была назначена с должности заместителя директора на должность директора. Вот разница была, вот у меня повышена заработная плата. Но действительно, это было не после Крыма, это было до Крыма. У нас были повышенные зарплаты, но это к Крыму не имеет никакого отношения. Это было задолго до этого, в несколько этапов повышали. Я, когда пришла на работу в Министерство иностранных дел, моя зарплата составляла там порядка, не помню, 50, 40, 30 где-то долларов. Вот я примерно, так как это было в те времена, когда у нас все исчислялось в инвалюте, я вот это лучше помню. запоминается. Потому что это был 98-99 год, вот были такие зарплаты. Почему да. госпожа Захарова отказывается от дебатов с представителями оппозиции? Во-первых, вы, кажется, дискутировали раньше. С чего кто-то взял, что я отказываюсь? Это вот кто вот сказал? Вот с чего это вообще было придумано? Из Фейсбука. Ну, это не, То есть вы готовы вести дебаты о внешней политике понимаете, России? чтобы отказаться, нужно, чтобы тебе кто-то предложил. Мне никто не предлагал никаких дебатов с представителями оппозиции. На том и поставим точку. Нет, не поставим точку. Я могу сказать, что я участвовала в ток-шоу, когда я была заместителем директора. По одной простой причине. С одной стороны, начали приглашать и так далее, с другой стороны, все-таки, не являясь заместителем директора, у меня на то было соответствующее время. Сейчас участие в ток-шоу я просто не могу себе позволить по причинам времени. Это час туда доехать, 2 часа простоять на телевизионных съемках, тебе дают в общей массе сказать 3-4 5 реплик, и потом еще час вернуться обратно. Это 5 где-то в среднем часов вычеркнутых из дня, я себе такого сейчас позволить не могу. Юрий спрашивает, США неоднократно приносили извинения правительствам других стран, в частности Афганистану, после ошибочных бомбардировок, когда гибли мирные жители. Были ли подобные случаи в практике российской стороны по действиям российской авиации в Чечне, и вообще когда и перед кем Россия извинялась последний раз? Интересный такой вопрос. Просто вопрос надо ставить, а где мы вообще кого-то бомбили последний раз? У нас были операции ВКС на территории Сирии по приглашению руководства этого государства. Правозащитники давали данные. Правозащитники, я надеюсь, вы не имеете в виду лондонскую обсерваторию по наблюдению за ситуацией в Сирии. Вот просто как бы не было... Не за что, да, было? Фактов, которые были бы подтверждены относительно того, что были разбомблены, как вот вы сказали, Соединенными Штатами, свадьбы, госпитали и так далее, и так далее. Просто как бы вбросы были, а фактов не было. Николай спрашивает. Но мы приносим свои извинения, это могут быть, не знаю, заходы на, по-моему, знаете, когда осуществляются полеты или еще что-то. Не туда залетели, да? Да, мне кажется, у нас были вот такие вещи, мы даже публиковали их, когда, не знаю, вот я извинялась недавно, я использовала материал, озвучила его непроверенный в адрес Дуни Миятович, и она на это обратила мое внимание, я публично перед ней извинилась, и я считаю, что это абсолютно нормально. Это хорошо, когда нет чувства непогрешимости. Вот, вы знаете, вот у меня точно нет. Вот это та вещь, которую я в себе культивирую вне зависимости вообще от каких-либо жизненных обстоятельств. Все время должен быть какой-то камертон. Вот ты все время должен понимать, что есть какая-то вещь, по какой ты должен все время сверяться, свою собственную внутреннюю настройку. И вот вы правильно сказали, никакого чувства непогрешимости, потому что и ошибки все совершают, и могут совершать, но... Только нужно разделять ошибки, и за них мы извиняемся, либо информационные вбросы, которые мы опровергаем. Вот все. Николай, и тут еще я совместил с одним вопросом. Спросите глубоко уважаемую Марию Захарову, верит ли она в Бога, знает ли она, что Бога обмануть невозможно, и придется отвечать за все неблаговидные поступки, причем, возможно, при этой жизни. Я
Я понимаю, что этот вопрос задан с сарказмом, я могу ответить может на быть, него... и нет, мы не знаем. Нет, ну, конечно, я думаю, что да. Я могу ответить на него серьезно. Я человек крещеный не в младенчестве, а в сознательном возрасте, в институтские годы. Это был мой сознательный выбор. Я об этом писала у себя в Фейсбуке. Я помню, были поиски внутренние, когда я была подростком в школе. Вот было поиск, но мы приехали, я помню, на 1 день в Израиль. Это была такая туристическая экскурсия с Кипра, и меня там все настолько это поразило, Вифлеем, Иерусалим и так далее, и там я приняла решение, что христианство это то, что мне близко, и приехала и покрестилась. Поэтому я человек крещеный, это был мой осознанный выбор. Я православная, в том смысле, что, конечно, я пытаюсь соответствовать тем высоким требованиям, которые предъявляются к человеку, который находится в этой религии. Я прекрасно осознаю, что такое грех. Грех — это сегодня давать интервью, идет Великий пост, но надеюсь, что не страшный грех. А вот Вера спросила вас, Вера Кузнецова, а что для вас любовь? Ой, это то, что двигает, то, что является, не знаю, двигателем, то, что является энергией, энергетикой в жизни, то, что является наполнением человека. Это точно. Вот все. Она бывает разная, она бывает в разных проявлениях, она бывает к любимому человеку, она будет в виде влюбленности, она бывает любовью матери к своему ребенку, разная, но это то глобальное, огромное, без чего, я думаю, что человек не может существовать. Ну, может, но это все-таки существование, а вот жить точно не может. Ну, давайте от любви вернемся к любви, к любви к родине. Знаете, есть такие прогнозы. Россия победить в холодной войне не может ни при каких обстоятельствах. Вопрос лишь в том, сумеет ли она, проиграв, сохраниться как государство или повторит путь СССР. Ну, действительно, в истории много раз рушились режимы покрепче нынешнего. Там и Российская империя, и Австро-Венгрия, рейхи разные и так далее. Как вы думаете, нынешний режим, вот Владимира Путина, которому вы служите, видите, хорошо, как мне кажется, он что, будет вечным? А с чего это тоже? Почему такой вопрос-то задаете? А мне интересно. Вы работаете так, как будто эта власть будет вечной. Интересно. Я работаю так, чтобы мне не было стыдно за то, что я, во-первых, придаю свою профессию, а профессия моя дипломатия и международная информация. Во-вторых, чтобы мне не было стыдно получать вот эту самую зарплату, которая многоэтапно все-таки дотянули ее до уровня зарплаты, чтобы мне не было стыдно перед моими коллегами, в том числе молодыми, которые приходят в Министерство иностранных дел и хотят работать, чтобы им было интересно, чтобы это была современная пресс-служба и так далее. Чтобы я не чувствовала себя неловко, когда общаюсь с зарубежными коллегами, потому что вот они ушли вперед, а мы еще не знаем, где находится Facebook, да? Вот так я работаю. И я вам могу сказать, что вот это для меня является двигателем, и это для меня является основным качеством выполнения мною моей работы. И несмотря на то, что надо мной есть начальники, и мало того, структуры, которые контролируют мою деятельность, как в любой иерархии, да, главным для меня, главным судьей являюсь, конечно, я сама. Потому что Владимир Путин. А внутренний мой человек, да, он настолько строго оценивает то, что я делаю, что тут, знаете, пугать меня никем не надо. Я каждый день, вот в профессиональном плане, рождаюсь и умираю заново. Вот каждый день заново рождаюсь и снова умираю каждый день. В каком смысле? В смысле информационной работы. Вы как информационщик, вы знаете, что это такое. Ты можешь на завтра все приготовить. Ты можешь представить, что ты вот это опубликуешь, это скажешь, сюда поедешь. Ты приходишь утром и теракт.
крушение самолета, захват заложников. И вся твоя информационная картинка, пирамидка, наверху которой лежит маленькая вишенка или тефтелька, вся нарушится, и нужно начинать заново. Поэтому это маленькая жизнь, которую я со своим коллективом проживаем каждый день. И поверьте мне, для меня качество выполняемой работы, для меня это очень важно. И это ответ по поводу на вопрос про режимы, про все остальное. Про судьбу России. Про судьбу России. Если у нас каждый будет делать не то, что положено по каким-то высочайшим стандартам, а то, что ему положено по функциональным обязанностям, мы заживем так, как никому и не снилось. Но для этого только ты сам, несмотря на всех проверяющих и так далее, ты сам должен нести ответственность за то дело, которым ты занимаешься. В эфире «Радио Свобода» была Мария Захарова, директор Департамента информации печати МИД России. Полное видео и аудиоинтервью вы можете прослушать на сайте «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов.